Друзья, всем привет! Я в лесу. Очередной выход. Сегодня воскресенье, выходные. Планировали что-нибудь замутить с семьей. На рыбалку не поехать. В лес тоже дождь херачит. Дома мои девки балдеют, высыпаются. А я что-то, ребят, не могу дома сидеть. Что-то, хоть дождь идет, думаю, ладно, поеду, прокачусь. Пару часиков погуляю. За пару часиков не расклеюсь, так скажем. Вот. Пока заезжал, ребята, 3 велосипеда, наверное, видел, мотоблок. В общем, людей не пугает дождь. Люди в лесу. Сразу маханул я в отдаленный бор, так скажем, за красными. Заходил, вот 2 штучки, ребят, уже нашел. Вот. По прогнозу, ребята, у нас дожди. Сегодня целый день дождь, с 5 утра он начался, и все. Там до самого вечера, до ночи, до завтрашнего утра, дня. Вчера день более-менее был. Позавчера тоже дождь был. Вот так. Так, выскочил погулять. Собрать надо ведерко. Кореш попросил грибочков. Приедет сейчас скоро. В общем, думаю, сгоняю, Целый день на диване проваляешься. На улице тоже не поделать ничего. Думаю, нафиг поеду. Так что, ребят, давайте со мной погуляем. Разных грибов соберем. Вообще любых. Тут сейчас быстренько прогуляюсь. Вот, в принципе, маховички тоже пойдут, ребята. Тоже пойдут у нас в дело. Ё-моё, неудобно. Одной рукой неудобно. Вот. Я что-то дождевик, думаю, брать не буду. Можно было мембранку одеть. Ладно. Там карманов нету, неудобно. Здесь у меня карманы, телефоны. Там все, там лежит и батарейки. Такие дела, ребят. Вот. Так что поехали, погуляем. Единственный момент, ребят, если капли, не обессудьте. Буду стараться, конечно, но дождь херачит такой не мелкий. Зашел, ребят, такой. Ну, тут и черничник сразу, и брусничник, и беломошничек такой. О, фонарь, ребят, стоит такой яркий. Я прям далеко его увидел. Вообще огонь. Просто огонь, ребята. Ноги длинные, мощные. О, суперский. А вот этот вообще, ребят, попался мне. Смотрите, какая нога. Охренеть. Тут уже вот можно жареху сделать с таких грибов. Круто. Вот такая погода, ребята, каждый день. То сейчас попрет, мне кажется. Нормально будет. Ну и в плане и соленые выскочат. Соленых надо будет тоже подсобрать. Я имею в виду это грузди. Вот. Нам много тоже не надо. Плюс и минус. Такие дела. Вчера, сорвалась поездка недельная. Уже были на чемоданах, так скажем. Но, к сожалению, ребят, пришлось вернуть билеты, сдать. Поездка отменилась. Как говорится, тут уже ничего не зависит от нас. Жизнь такая штука. Сегодня густо, завтра пусто. Вот. Так что буду дома пока. Будем планировать здесь выходы. По налиму еще рано. А так, в общем, может, какие-то выходы сделаем. Спина еще, конечно, у меня такая себе. Боюсь куда-то ехать. Тем более в одного. Крякнет, опять. И охренеешь там. Вот.
Сейчас глухарку поднял, ребят. На тропинке сидела. Квакает. Квак, недовольная. Красноголовчик, ребят, стоит. Такой немножко покоцанный. Слизняк его нормально так поедает. Ну ничего страшного. Это не вредит вкусовым качествам. Вот еще один, ребят, молодой. Это уже красавчик. Это уже наш. В лесу, ребят, потихоньку уже, смотрю, лист начал падать. Дело к осени. Не заметишь сейчас. И все. Смотрю, в регионах жара стоит, 30-ка, купаются. У нас уже все. Даже если тепло будет, но уже вода не прогреется. Вот вышел на такой, как сказать, ну, легкий бор, ребята. Без всяких черничников такой, знаете, лайтовый. Вон здесь, смотрю, попадаются малыши. Выход идет потихоньку. Грибы растут, ребят. Вот, хотел зацепить тему по поводу ножей. Вот сейчас, ребята, хожу с ножом. Дочь мочит, льет. Соответственно, ну, допустим, нержавейка, то, что нужно. Не опасаешься, не переживаешь. Вообще не заморачиваешься. А вот такие там К12МФ, там Д2 уже, ребята, они уже капризные. И уже после того, как приехал, надо конкретно просушить его, высушить, ножны просушить, только потом в ножны. Как бы, ну, тут надо уже уход. Нужно ухаживать, ребятки. Вот. Так что немножко, ребят, по поводу ножей. Есть новиночка у меня очередная. Потом покажу как-нибудь, ребят. Блин, что-то я с дождевиком, походу, грубанул. Надо было взять. Плечи уже сырые. Я думал, в лесу поменьше будет. Ну, он идет такой, идет монотонный. Без ветра, без ничего. Маховички. Думаю, ну, в лесу все равно как бы поменьше будет. А тут уже дело прошлое. Деревья намочились, из деревьев уже капает. Так что надо было взять, конечно. Или хотя бы мембранку одеть. Ну ладно. Я сегодня особо, ребят, гулять не собираюсь. Погода не для этого. Ведерко соберем и ништяк. О, какой красавчик, ребятки. Даже два, видите, только лезут. Что ему пока через мох пробиться, видите, ребят, сколько надо, какую у него длину надо вытянуть. Только потом он, еще шляпка даже не покраснела. Вот, блин, понятно, в земле, ребят, как он в мху растет. Надо же, да? Тверденький, ребят, вообще ништяк. Класс. Очень нравится, ребята, гулять по своим местам. Ну, в плане того, сейчас расскажу. Здесь я расслабленный. У меня здесь мозг отдыхает, понимаете? И здесь я прям кайфую. Ну реально кайф. Вот с утра проснулся. Туда-сюда, вот кофе попил. Брык на автобус. Ну, я на автобусе в деревню приехал. Тут недалеко.
30 рублей, в принципе, чем гонять машину. Вот. Чё, тормозок брык на мотоцикл и пошел. Бор недалеко, прискочил, все, ребята. Вот прогулка утренняя. Вот. И здесь как бы расслабляюсь, потому что, ребят, ну вот я крутанусь так, то бишь я контролирую ситуацию полностью. А уже в незнакомых барах ты немножко ведешь себя по-другому. То бишь ты ориентируешься примерно плюс-минус, смотришь и как бы немножко напряжен, потому что, ну не дай бог куда-то там заплутать, зайти, хоть и сказали там иди вдоль вот этого, допустим, и ты там конкретно, ну вот этого ориентира как бы идешь. А здесь как бы я хожу, вообще гуляю, что мне снег, что мне дождь, там поняли, да? В общем, по красоте. Ну видно, ребят, что движуха прет. Вчера была суббота, люди тут были, много людей здесь было, так как, ну что, выходные, люди приезжали. И, соответственно, по грибам тоже видно, ребята, что, ну, все равно Борику надо отдыхать чуть по чуть. Потому что, ну, сход-то идет, но все равно цепляют, ребята. Соответственно, блин, день-два передышку даешь Бору, все равно как бы видно, особенно к выходных. Выходные походили, надо 2 дня, 3 дня подождать, чтобы потом вот таких собирать. Он еще, ребят, недалеко. Красавец вообще стоит, красавчик. Пока так буду брать. Потом 3-4 штуки собрал, почистил. Как бы так, потому что дождь идет, блин. Все равно неохота мочиться. Короче, по красоте, ребят, погуляем, что? Похрен этот дождь. Вообще, единственное, то, что камера мочится. Жалко. Аппаратура сейчас, блин, дорогущая. Вот эта камера, ребят, на что я снимаю. Экшн камера Sony AS300. Ну, оригинал, в общем, там есть. Можно взять за 114 тысяч. За 114 тысяч, вы чё, блядь? Куда? На Озоне эта камера, ребята, 78. Блин, да это же бред какой. Это куда такие бабки? Ой, блин. 114 косарей. Это лодочный мотор. Ну так, сравнивать. Это палатка в комплекте с печкой, с раскладушками. Да. Такие дела, ребята. В наше время, блин. Делишки. По поводу роликов. Ну, пишут там, Андрюха. Я почему, ребят, на Дзен всех приглашаю? Потому что я его давно уже тяну, года 2. Я уже перекачал туда все ролики практически с Ютуба. Не практически, а да, которые я хотел, чтобы они были там. Я их туда закинул. То бишь там все есть походы, все есть фильмы большие. Вот. Ну, говорят, что неудобно смотреть. Во-первых, Smart TV не поддерживает, я так понял. Хотя в дальнейшем, мне кажется, эта проблема решится. Вот. Ну, Рутуб сейчас заливаю туда потихоньку контент, но это такой себе тоже. Вот. Так что я не знаю, ребят. Площадка там какая-то новая. Ну, это тоже все разбираться, все надо перезаливать. Что-то там туда-сюда. Не знаю, блин, как кому удобно. Понятное дело, что люди как-то так реагируют, что вот там, блядь, не хотим. Ну, а я что сделаю, ребят? Я тут тоже ничего не могу придумать особо. Как есть, так есть. Для меня Дзен более понятен, более простой, удобный. Так что
Только так. Рутуб будет, ребят. Буду потихоньку его еще делать. Ну, еще и Бусти, скорее всего, откроем. Там, правда, платные подписки. Но рублей 200, ребят, там сделать в месяц. То, мне кажется, ну, особо это не деньги. Пачка сигарет, грубо говоря. Как бы, а для меня поддержка будет. Это тоже топливо. Какой-нибудь эксклюзивный контент будем грузить. Что за кадром остается. Потому что давно хотел, ребята, знаете, потом дублировать, как в Джеки Чане. Какие были моменты. Ну, много же обрезается всякого. Вот. И на Бусти будем лить такую тему. Вот пока такие, ребята, у меня мысли. Такие дела. Предлагайте, конечно, что-нибудь еще в плане поддержки. Буду благодарен. Вот. Ну, топим дальше. Блин, ребята, прям сдалека такие фонарики горят, смотрите. Раз, два. Ну, крутые еще грибы. На 3 даже, ребята. Вон еще один рядышком. Пацанчик такой. Самые ходовые, ребята. Классная грибная игра получается. Ну и вообще, как бы, у многих красноголовик намного вкуснее в плане вот вкуса. Боровики, да, крутые грибы. Но вот красноголовик для многих в плане вот именно качества вкуса он нравится. Ну и собирать тоже их красиво. Прикольно. Так. Почистить надо. Красноголовики чистые, ребят. Большеватенький, конечно. Шляпка, смотрю, похожа на... Ну, так-то края чистые, ладно. Уж. Блин, длинноножки, ребят, смотрите какая. Сантиметров 25. Ну, не 25, 22 точно. Нога. Бомба, блин. Оп. Ништяк. Вот зарядил, ребята. Это самый стрёмный дождь, кстати. Когда вот небо все затянуто. И не витринки. Вообще ветра нет. Самый такой. Ну вот это обычно осенью, знаете, ребят, как заряжает. Так и есть, блин. Сегодня хожу по-другому. В общем, обычно краями обхожу. Сейчас в центре бора. Ну и смотрю, тоже попадаются. Народ ходит. Народ есть, ребята. Смотрите, ребят, какой. Такой даже непонятный. Сразу и не поймешь, потому что вот такой раскрас у него. То ли сыроежка, то ли маховик, потому что вот, видите, есть же, да, вот. Это, ребята, у нас братик наш. О, какой, блин, а. Вот это крепыш, блин, прям возле дорожки. Тропинка идет здесь. Класс. Такой бурелом, ребят, смотрите. И нашел я здесь парочку. Раз. Вот молоденькие еще. Давай. Отлично. Отлично. Буреломчик такой тут, но... Когда там краем шел, где-то с отсюда глухарка взлетела. Вот здесь она гуляла. Иду такой, думаю, ага, сыроежки стоят. Прохожу, а потом что-то думаю, нет, что-то как будто не то. Это, ребят, красненькие спрятались тут. Вообще малыши. Так. Ну, видите, они похожи. Маленькие, чуть по чуть растут.
чистим. Ну что, неплохо так-то, ребят. Штук 20-то я нашел. Стабильно. Это крутанулся. Далеко не заходил. В общем, сразу сюда поехал. Сейчас уезжаем. Можно, конечно, гулять, ребята, еще можно. Ну, надо и беленьких собрать чуть-чуть. Так что поедем, наверное, дальше. Погуляем по Беломошничку, боровичков посмотрим. Ну и сегодня желание еще есть на другой бор съездить. Там еще в этом сезоне не был. Чисто так, ради интереса. Дождь херачит, блин. Не успокаивается. Поедем, ребят. Все, ребят, переезжаем. Поедем беленьких посмотрим. Ну, наверное, там уже тоже делать нечего, потому что я когда заезжал, народу там было. Ну, 3 велика точно видел. Дождь херачит. Тут недалеко. Так, друзья, ну что, переехали. Вот они, ребята, стоят. Вот срезы, смотрите, были. И 2 боровичка, ребята. 2 боровичка. Это у нас сыроежка. Вот тут кто-то резал. Вот тут дорога. И сейчас зайду. Зайду погуляем. Прямо на тропиночке, ребята. Вылезли. Вон какие. А? Хе-хе. Приятно. Так, ладно, пока так. Пока так, ребята. Сейчас тут крутанемся. Плюс-минус. Пожалуйста, еще один, ребят. Боровичок. Опа. А? Угу. Полянка такая. Тут всегда стояли. О. Ну, полянка, а? Полянка, ребята, смотрите, раздает. Ух ты, лягушка меня испугал. Его что-то шибли, ребята. Его шибли, походу. Лягушки, квакушки. Блин, надо с прицепом, ребят, заехать. О, видали? Говорю, с прицепом надо заехать. О, пожалуйста, молодежь. Вон, опять резали. О, видали? Грубо говоря, сейчас крутану здесь еще повнимательнее. С прицепом надо заехать, с мешками. Хотя бы тут вокруг собрать да вывести. Займусь этим делом. Потому что никому это нахрен не надо будет. Вон, бутылка валяется вот возле дорог. Ну, все кидают возле дорог в основном. Бутылки валяются и боровики растут. Даже, знаете, как-то с одной стороны боровик класс. И вот, пожалуйста, тебе бутылка валяется. Вот велик стоит. Ну, видать, тут тоже заходили сегодня прям. Вот кто-то резал.
на окраине нашел, а вот по полянке я забрал своих. Так. Ну все, что, прям дальше. На полянке больше вроде нету. Походили изрядно, ребята, срезав море. Вчера, видать, погуляли люди. Но это было и понятно, что. Если бы сегодня дождя бы не было, я бы, наверное, не поехал. А так думаю, что, блин. Все, вон срезав, ребята. День на смарку. Ладно, сейчас тогда пройду там еще и выйду к мотоциклу и поедем, ребят, на другой бор. Вот тут вот этого пропустили. Такого прям уже гигант, ребят. Гигантелла. Мягкий. Мягенький. Пускай доживает свой век. Малышочек, малышочек. Опа. Опа. Да. Дали жару, походу. Нормально. Ладно, надо почистить этих. Да, к мотоциклу пойдем. Вот красноголовик, ребят, чистый. А беленькие такие, местами, конечно, червивенькие. Нормальные малыши. Не успели еще. Так, ребят, ну что у нас вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да и то вот тут все нашел. Прогулялся, блин, дали жару. Поедем мы, ребятки, прокатимся там до одного местечка. Недалеко здесь. Поглядим, что там. Дождик вроде потихоньку успокаивается, но все равно мокрит. Ну ладно, мелочи жизни, как говорится. Добрался, ребятки. Ух, промок. Че, футболка одна. Че, так даже неприятно. Чайковского бахнем. Вот даже стараюсь, ребят, знаю, что там на 2 часа еду, там на час. Термосок всегда с собой приветствуется. Вот захотелось чайку, бац. Это как раз у меня маленький такой. Пол-литра может. Такого пол-литра, наверное, грамм 400. Даже меньше. Самый то на такие выезды. Потом у меня есть литр 200. Вот. 800 есть у меня. Это вот как раз вот если на день, вот 800 пойдет. Литр 200 это так уже куда-то можно с ночевочкой там. В принципе нормально. Ну еще есть 200. Это там если с семьей куда-то ехать. Там на пикник какой-нибудь, чтобы чая у тебя было в запасе. Тут сейчас пройдемся. Тут в принципе до бора надо ехать. Но я хочу тут вокруг пройтись. Не по дороге, а именно краем.
Тут тоже попадаются и белые, и красноголовики. Ну, в общем, всякие. Здесь еще не был в этом году. Так, крутанемся. Тоже тут за час, наверное, управимся. Час как раз там походили, час здесь. Так и планировал. Время 10. Ну да. Ой, ништяк. Часто в лесу, ребят, вот такие канавы нахожу. Это, знаете, шикарное место вот землянку сделать. Тут уже, в принципе, есть, так сказать, углубление. И смотрите, какой склон, ребята. Видите? Не знаю, на камеру, наверное, не будет понятно. Но склон такой приличный. Вот. Здесь как раз сделать вход. И окопаться, и крыша, печечка, и все. И землянка. Сухо будет. И вот, а так, кто снимает контент, такой, знает, там выживальщики всякие, там походники. Ну и у меня здесь как раз первый гриб, ребята. Первый боровичок. Прийти здесь, грибочков пособирать осенью, переночевать в землянке. Вот такой грибочек, ребята, первый. Червивый. Еще один, ребята, ну что-то непонятный. Какой-то тоже. Какой-то мягкий. Вроде чистый, но мягкий. Чистый, но мягкий. Тропинка тут уже такая натоптанная. Брусничка тут есть. Да, землянку можно бы было сделать. Что, дорога хорошая. Досок привез каких-нибудь. Ну, сушинки валяются в плане столбов сделать. Ну, это так. Бушкрафт, как там называют. Это не наша тема, ребята. Луговичок. Луговичок. Чистый. Прямо у дорожки, ребята. Красавчик. Так, проскочил, тут дорога идет дальше. Вот можно было по ней ехать. Вот. Сейчас буду уходить. Вот тут на дорожке луговые стоят. Вот в том барочке, куда я иду, кстати, там тоже, возможно, соберем луговых, если будут. Смотрите, сколько маслят, ребята. Рык, семейка. Тоже вкуснятина. Маховичок. С ними мороки много, конечно. Но, блин, замаринуешь. Вот именно вот такие, ребят, на вилочку, знаете, да? Раз. И ништяк. Мухоморчики. Лекарство для лосиков. Вот так вот. На дороге прям. Да, можно по дороге ходить, вдоль дорог собирать тоже. Все равно на жареху-то найдешь.
Ладно, мы уходим. Заходим, точнее. Поднялся. Там ручей, низина такая. Тут частенько по осени рябчик стоит. Ну, они обычно в таких низинах-то и живут. Вроде такая низина, а потом хопа. Раз, ребята, и красавец бор. Маленький пятак. Но все равно. О, кто-то тут шибал. Опа. Нормальный приход, ребята. 2 штучки, смотрите, стоят. Андрюха говорит, здорово. Ты что, говорит, в этом году не был? Я говорю, нет. Ну, добро пожаловать, говорит. Лесочек, дай грибочек, пожалуйста. Ну вот, 2 штучки. Прям на тропе, а? Пойдет. Так. Отлично. Вот я про что и говорю, ребята. Угловички тут должны встречать. Должны они здесь быть. Вон, на тропинке все стоят. Ну все, заходим. В этот бор я любил с отцом ходить. Сюда любили мы ходить, гулять. С раннего утра вот собираемся, идем. Заходим сначала сюда, а потом уходим вниз. Оп! Проверка связи. Зайдем, погуляем. Кстати, открылась охота, ребята, на утку. Всех охотников с открытием. Всех с открытием, ребята. У нас тихая охота, у вас громкая. Но тоже охота. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Та-та-та-та-та. Ладно, братцы, сейчас зайду. Бор, конечно, подзарос. Раньше вот такие елочки тут стояли. Маленькие. И возле них вот обычно я собирал. Сейчас елки уже местами большие. Не видно ничего. Ну, заходим, ребята. Нет, ребята, бор как зарос, блин. Раньше здесь бор был. Такой относительно. Сейчас смотрите, что происходит. Все заросло. Раньше грибы вот здесь белые стояли. Сейчас вон. Корзинку там оставил, думал, крутануть. Да. Природа тоже не стоит на месте. О, заросло как, ребята, охренеть. О, непролазные елки стали. Что-то непонятно. Этого то ли сбили, то ли что. Но рядом красавчик, ребята, стоит. Он какой толстоногий. Блин, дождь усиливается опять, зараза. Ну да, тут ребята ходили. Вон, видите, покос был. Рядом стоит. Даже 2. Вот такой и вот такой. На самом бору. Борик-то вот пятачок. Еще один красавец на бору, ребята. Опа. Он какой. Повторяюсь, грибы, ребята, срезаем, выкручиваем, выдергиваем. Все это нормально. Вот дождь пошел-то, а. Опять зарядило нафиг. Еще один, ребята. Ну что, это уже не зря я сюда приехал. Как бы в гостях тут побывал. Разведочка. И вон грибочки есть немножко. Хорошо.
О, какой краснюк. Красавец. Так, ребята, уже с крыши капать начало. Я уже изрядно промок. Сейчас, понятно, я тут еще погуляю. Но, к сожалению, ребят, камеру надо убирать. Камера не защищена, не в аквабоксе. Так что, как говорится, береженого Бог бережет. Потому что льет. Опять зарядил дождь. Я сейчас тут крутанусь, ребят, там крутанусь. На выходе еще по другой стороне пройдусь. В общем, и увидимся уже там, ребят. Ну, убирать буду камеру, потому что, блин, жалко. Вот. Ну, так-то уже вот. Чуть-чуть почти корзинка, ребят. Понятно, разных, но меня и просили разных. Задачу сделал. Так что все, увидимся там, ребят. Ребята, дошел я. Все сырое, блин. Все, ребят, сырое. Ладно, что, погуляли. Промок, конечно, ну, не беда. Почти корзинку собрал. 2 ведра, ну не будет. 1,5 ведра, точно. Нормально. Все, сейчас потихоньку выезжаем, потому что весь сырой. Аккуратненько. И, скорее всего, сегодня баню будем делать, ребята. Затопим баньку. Погреемся. Поедем, ребята. В общем, такая прогулочка у нас. В дождь. Нормально. Опа. Все, ребятки, давайте. Всем удачки. Аккуратненько в лесу. Ну и выходите с детьми, семьей. Движение — это жизнь. Все, братва, я полетел. Все сырое, мотик сырой весь. Поехали по тихой грусти. Все, братва, пока.